С начала этого года на дорогах Кыргызстана было задержано уже около 800 автомашин с подложными и поддельными номерными знаками. Явление грозит приобрести массовый характер. Чтобы как-то сдержать процесс, ГОБДД предлагает повысить штрафы за это правонарушение до 30 тысяч сомов. А если выяснится, что номер был изготовлен самим правонарушителем, сумма штрафа увеличится вдвое. Подавляющее большинство случаев, когда было выявлено, что на авто установлены не принадлежащие ему номерные знаки, регистрируются в Бишкеке и Чуйской области. Как говорят в ГОБДД, завод по производству старых номеров в Бишкеке был переоборудован, и изготовить старого типа знаки в Кыргызстане сейчас просто не на чем. Поддельные номера в основном заказывают в России. Отличить настоящий номер от подделки визуально невозможно. А вот установленные на дорогах аппаратные комплексы после совершенных нарушений, пытаясь идентифицировать госзнак в базе данных ГРС, выдают заключение, что такого нет. Инспектор ГОБДД наткнуться на подделку может, как правило, только случайно. 2 декабря 2019 года сотрудниками специализированной роты ГОБДД МВД Кыргызской Республики была остановлена автомашина Toyota Camry за тонировку. При проверке документов выявилось то, что тут стоят подложные госномера. Машина была поставлена на штрафную стоянку, выписан штраф по статье 129, часть 3, а также по статье 121, часть 4, подложные госномера. Хозяин машины приедет со свидетельством о регистрации транспортного средства, плюс привезет свои госномера. Если номер окажется поддельным, его конфискуют и утилизируют. А если чужим, и он зарегистрирован в базе данных, автоинспекторы передают его сотрудникам ГРС, которые устанавливают истинного владельца и машину, на которую он был выдан. Подложные номера, как показывает практика, это те, что снимают с автомобилей, что пришли в негодность и больше не эксплуатируются. Многие их владельцы могут даже не догадываться, что числившийся на них госзнак используется посторонними. Бывает, что номера крадут, но это нарушение уже квалифицируется как кража чужого имущества. За него предполагается уже уголовная ответственность. Сегодня езда с подложными и поддельными номерами обходится автолюбителю в 10 тысяч сомов. В ГОБДД считают это наказание слишком мягким. Бывают случаи, когда один и тот же номер фиксируется камерами фото и видеонаблюдения на разных автомобилях. И, как отмечают инспекторы, чаще всего с подложными номерами попадаются дорогие машины представительского класса. Когда мы проанализировали несколько машин, по несколько раз совершает нарушение, при этом, когда мы задерживаем, уже 10 тысяч сомов штраф накладываем, а в целом количество совершенных нарушений и количество денег, которые должны были поступить в бюджет именно из-за этих штрафов, она намного больше. Да? Для того, чтобы совершенное правонарушение она соответствовала тем взысканиям, мы предложили за использование поддельных или подложных госномеров будет применяться штраф в размере от 20 до 30 тысяч сомов, а за изготовление уже ответственность будет от 30 до 60 тысяч сомов. А это чьи номера? Европейские, Литва, Польша, Германия. А местных нет? Нет, посадить за это могут. На рынке автозапчастей в открытой продаже удалось найти только европейские номера, по 1000 сомов за комплект. По словам других торговцев, продают здесь и кыргызстанские номера. Купить их можно будет только через очень хороших знакомых, и стоить они будут уже 10 тысяч сомов. Впрочем, даже такая цена, видимо, оправдывает вложенные средства. Если учесть, что подложный госзнак позволит им избежать оплаты за нарушения, совершенные не единожды, при штрафе в среднем от 1000 до 3000 сомов. Сколько бюджет потерял из-за таких мошеннических действий водителей, посчитать сложно. Не говоря уже о том, что ненастоящие номера заметают следы тяжких преступлений. В Джугурку-Кенеше инициативу автоинспекторов поддержали пока только в первом чтении. К сведению, аппаратные комплексы безопасного города, которые, напомним, изготовлены в России, распознают российские номерные знаки, имеющиеся в базе данных Российской Федерации. В планах совместно с пограничной службой создать реестр всех автомобилей, въезжающих в Кыргызстан из-за рубежа, с внесением данных о водителях. Если они не являются гражданами республики, при невыплаченных штрафах их просто не выпустят за пределы страны. Бот Исаев, Сардар Аширбаев, НТС.